Зимой в отдаленном кыргызском селе Ташбашат жизнь словно замирает. На фермах в холодный сезон рабочие места в дефиците. Поэтому мужчины подыскивают другие занятия, например, добывают золото. Небольшие самородки часто встречаются в грунте реки Нарын, которая протекает мимо села. С друзьями и одноклассниками я прихожу сюда добывать золото. Они развели костер, чтобы разморозить инструменты. Зимой здесь в основном минус 40, поэтому инструменты приходится размораживать. Когда все готово, один из мужчин надевает водонепроницаемый костюм и заходит в реку. Его задача – черпать лопатой речной грунт и складывать в ведро. При этом приходится подолгу стоять в ледяной воде. Занятие не из простых. Я начал это делать, потому что зимой в селе нет работы. Лучше чем-нибудь заниматься, чем бездельничать. Можно добыть золото и заработать денег. У этих ребят семьи, и так они могут их обеспечить. Добыча золота здесь возможна только зимой. Летом река становится опасной. Летом мы сюда не ходим, потому что снег тает и вода прибывает. Река Нарын становится широкой и непредсказуемой. Здесь не только не зайдешь в воду, но и у берега ходить опасно. Может унести течением, а зимой оно слабее. Между тем добытчики промывают грунт в лотке. Несколько часов кропотливой работы и найден лишь крошечный золотой самородок. Может быть, в другой день повезет больше. А пока мужчины рады и этому. Сегодня мы добывали золото. Нашли только полграмма. В деревне золото не продать. Завтра найдем побольше и добавим к тому, что уже есть. А потом все вместе продадим в городе Нарын. Старатели добывают золото в реке каждый день всю зиму. За сезон эти трое мужчин зарабатывают на всех около $1000.